Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Сегодня исполнилось 9 лет со дня смерти героя Абхазии, кавалера ордена Ахтапша первой степени, второго президента республики Сергея Васильевича Багапш. Второй президент Абхазии скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года. В 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России через неделю после операции на легком. Сергей Васильевич был патриотом своей страны, человеком, изменившим ход современной национальной истории, внесшим неоценимый вклад в дело восстановления международного признания и развития абхазского государства. Благодаря профессиональным и человеческим качествам, твердости и силе духа, дипломатии и умению вести правильную политику, Сергею Багапшу удавалось избегать конфликтных ситуации и добиваться успехов. Он многие годы находился у власти и трудился на благо Отечества. Он знал, что необходимо для сохранения мира и стабильности в стране. Именно при Сергее Багапше состоялось официальное признание Российской Федерации и Республики Абхазия как суверенного и независимого государства. Для сохранения независимости своего государства все готовы заплатить любую цену. Мы свой путь выбрали и с него не свернем. Народ Абхазии проголосовал за независимость, и я знаю, он хочет строить независимое государство рядом с Россией, говорил Сергей Багапш. Человек твердых убеждений и высоких моральных принципов, Сергей Багапш служил только одному – своей стране, своему народу. Вак Багапша амачу, арак Багапша амачу. Ахая антхаз хайбабароб, бзия хайбабароб, чары бабароб, айтанера калароб. Абрёб зигэси хау Багапша аром, седа арджуна арома, идза арома, зигрэсир бароб. Арнапой рукуршен юзнокороб, мамзар шисфезебш. Хара языкам цар алаб, хазжуа программа бзия. Абриаб суараджаразы, абысвя, эйкурхаразы, а демография считается. В день смерти второго президента Абхазии в его родное село Джгярда, где он похоронен, со всех концов Абхазии приезжают люди. Цветы к могиле Сергея Васильевича возлагают представители руководства страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность, все те, кому дорога память о светлом человеке, так сильно любившем родину и посвятившем служению ею всю свою жизнь. Сегодня в селе Джгярда память Сергея Багапш почтили президент Абхазии Аслан Джаня, вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства. Целый день идет?
На него можно. Продолжаем выпуск. Накануне ночью в Ткварчале из-за сильного порывистого ветра в одном из жилых домов сорвало кровлю здания. Кроме того, несколько больших деревьев повалило, одно из которых упало на балкон квартиры. Последствия стихии устранялись сотрудники МЧС совместно с городскими службами. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и выяснила, каков ущерб. Репортажа Алики Трапш. В Ткварчале по улице Абжуйской из-за разгула стихии сорвало большую часть кровли жилого дома номер 5. Происшествие произошло ночью. Резко усилившийся ветер повалил несколько деревьев, а одно из них упало на жилой многоквартирный дом, повредив пару балконов. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Я дома находилась, было 10:30, сильный ветер был. И смотрю, свет загорелся и вспыхнуло этот. Я посмотрела, дерево упало, испугались очень. Когда на моей соседке я зашла, у нее уже елка лежала на балконе и на окне, на кухонном. На балконе могли выйти, потому что ужас, что творилось. Летели вот здесь вот эти крыши, эти промнастилы. В соседнем доме тоже крышу снесло полностью, почти. И потолок пробило. К утру на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они вместе с городскими службами занялись устранением последствий стихии. В ликвидации последствий также принимали участие подразделения пожарно-спасательного отделения Очамчиры. Та крыша, которая была снесена ветром, МЧС и коммунально-хозяйственные службы ЖКО, они разбирают, чистят, а также елки, которые упали, занимаются обрезкой. Совместно службы пожарно-спасательных частей МЧС, Очамчиры и Ткварчал. Чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией, в Ткварчал приехал первый вице-премьер Беслан Джопуа. Осмотрев место происшествия, он отметил, что правительство окажет помощь в восстановлении сорвавшейся кровли дома. В связи с тем, что намечается дождь, могут еще больше повредить. И поэтому сейчас принимаются меры. Руководством Абхазии выделены средства, смета составляется, формируются материалы. И я думаю, что можно избежать будет дальнейших повреждений. Вот такая ситуация. Помимо этого, еще некоторые здания здесь тоже повредили. Вот за выездом торговые здания тоже крушу снесло. Тоже будем смотреть, насколько это возможно. Там немножко полегче, потому что там нет жителей. Там, если даже повредится, то хоть площадка. А тут вот люди живут со своими такими вот проблемами. И будем принимать меры, вот, что это возможно сделать. Таким образом, кровля дома номер 5 по улице Абжуйской будет восстановлена в ближайшее время. Алика Трапш, Инна Гухава, Абхазское телевидение. Распоряжением президента Аслана Бжаня Ринат Карча назначен помощником президента по стратегическим коммуникациям. Ринат Иванович Карчава – выпускник биолого-географического факультета АГУ, депутат парламента Абхазии первого созыва, кандидат социологических наук, магистр юриспруденции. С 1993 по 1995 годы директор НИИ экспериментальной патологии и терапии. С 2019 по март 2020 года заместитель управляющего партнера компании Smart Light Solutions по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления. С марта 2020 года по настоящее время советник генерального директора АО МКБ «Холдинг» по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Саида Будба назначена заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ подписал сегодня Аслан Бжаня. После окончания Адыгейского государственного университета Саида Рушневна Будба поступила в аспирантуру Кубанского государственного университета на кафедру теории и истории государства и права. До 2010 года в разные периоды времени работала по специальности в правовом управлении Государственного совета ХАСС Республики Адыгея в отделе государственного контроля администрации президента Республики Абхазия. В Центре стратегических исследований при президенте Абхазии с 2010 по 2020 год начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. С сентября 2009 года по настоящее время преподаватель Абхазского государственного университета, курс «Административное право» Республики Абхазия. В настоящее время доцент кафедры государства и права АГУ. Автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных в АК России. Автор 4 монографий.
Сегодня же Аслан Джаня подписал указ о назначении исполняющего обязанности главы администрации Учимчирского района Станислава Амичева. Амичева Станислав Ильич, выпускник экономического факультета АГУ, участник Отечественной войны народа Абхазии, заместитель командира 1-го полка Восточного фронта, награжден орденом Леона. В 2004 и в 2009 годах избирался депутатом собрания Учимчирского района. С 2007 по 2015 годы глава администрации поселка Дранда Гулрыбского района. В кабинете министров страны прошло расширенное совещание под председательством премьер-министра Александра Анкваб. Главная тема повестки дня – обсуждение ряда вопросов, связанных с деятельностью туристической сферы в стране в связи с разразившейся во всем мире пандемией коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие представители профильных министерств, комитетов и местных органов власти. Главная тема повестки дня расширенного заседания Кабинета министров – перспектива туристической деятельности в стране на фоне закрытых границ и разразившейся во всем мире пандемии. Более 20 тысяч человек задействовано в отрасли туризма, не говоря уже о мультипликативном эффекте, который распространяется на всю Абхазию, на все сферы деятельности. Огромное количество людей ждут начала туристического сезона. Точного алгоритма развития, как будут складываться события, у нас нет. Нет не только в Абхазии, во всем мире. Но мы надеемся сегодня в рабочем режиме обсудить несколько вариантов развития событий, пойти друг другу навстречу. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией разработаны некоторые предложения, связанные с двумя важными аспектами – налогообложением и вопросами безопасности. Мы подняли два вопроса. Первый вопрос – это бремя финансовое, налогообложение, арендные платежи, а также те платежи, которые сейчас необходимо выплатить, и возвратные суммы. То есть там финансовые есть проблемы у бизнеса, у сектора туристического. И есть вопросы, связанные с безопасностью, прежде всего, наших жителей и безопасностью тех туристов, которые будут въезжать, когда все-таки откроется граница. Мы надеемся на то, что эпидемиологическая ситуация нам это позволит, и мы все-таки в этом году сезон состоится. Надежда умирает последней, мы на это рассчитываем, но хотелось бы, конечно, понять, какие меры будут приняты по безопасности, и уточнить это все, разработать вместе, совместно. Один из самых важных вопросов – сроки открытия абхазо-российской границы. Известно, что правительством республики принято решение о продлении некоторых ограничительных мер до 15 июня, в том числе действующий режим на КПП ПСО. Первый вопрос – это, конечно, уточнить по возможным срокам открытия границы с Российской Федерацией. Я понимаю, что это очень сложно сделать в сегодняшней ситуации, но очень многие наши предприятия сейчас испытывают большое затруднение именно с бременем заработной платы, с развитием, поддержанием своих объектов. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что к 15 июня будет известно, можно ли говорить об открытии границ, так как главное – это здоровье наших граждан. Нам очень неприятно выносить и записывать в протоколы, в распоряжение вот такие запретительные меры. Но другого пути пока нет. Уже телевидение от этого устало, но по отчетности статистиков, специалистов, инфекционистов у нас в Абхазии врачей 16 человек. У нас всего врачей разной специализации около 800. Всего. А мы из-за одного контакта с больным, в этом, кстати, виноваты медики, которые принимали беззащитных средств. Сколько человек у нас лежит в обсервации, находится, медиков? Сейчас на сегодняшний день 7. А сколько пришли туда по этому поводу? Сколько? 15 человек. Медиков. Понимаете, какое соотношение? А если, вот я беру это в кавычки, мы откроем границу, и сюда придет турист, в том числе со скрытыми формами этой болезни, а что потом? У нас 2000 койко-мест в медицинских учреждениях. Там, если добавить 200 с лишним койко-мест в родильных домах, этого будет явно недостаточно для того, чтобы решать вопросы. У нас нет анестезиологов, у нас нет реаниматологов, у нас нет специалистов в таком количестве.
В ходе совещания были озвучены и рекомендации от российских коллег по бизнесу, связанные с безопасностью туристов. Одна из них – обеспечение страховкой граждан, прибывающих на отдых в Абхазию. В принципе, могли страховые полисы, российские, медицинские особенно, да, могли быть использованы на территории Республики Абхазия. Это невозможно, пока во всяком случае. Ну, коллеги знают, мы много раз просили и поправку законодательства внести, можно отдельным соглашением это обыграть. То есть, если говорить о той нагрузке на нашу систему здравоохранения и каким-то образом воспользоваться страховым полисом, который может быть выдан, значит, туристу, который хочет приехать в Абхазию, то в данном случае эта ситуация исключается. Не по вине абхазской стороны, есть с нормативом определенные проблемы в данном случае. Говоря о возможности освобождения предприятий от земельного налога и налога на имущество, руководитель налогового ведомства Даур Курмазия сообщил, что правительством готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по данным налогам. Курмазия также рассказал о ситуации с уплатой предприятиями в сфере туризма налога на добавленную стоимость. По вопросу освобождения предприятий от земельного налога и налога на имущество с 1 апреля по 31 декабря скажу следующее. Здесь обозначено условие – это отсутствие туристического сезона. И только при отсутствии туристического сезона будет рассматриваться вопрос о полном освобождении от уплаты налога, потому что это годовая сумма налога. Речь идет в данном случае об авансовых платежах, уплачиваемых в течение года. И этот вопрос нами уже рассматривался, обсуждался с Министерством финансов о предоставлении отсрочки. И в дополнение к одному из вопросов, соответственно, без применения штрафных санкций. Да, есть предприятия, которые уже оплатили земельный налог и за второй квартал текущего года, естественно, и за предыдущий период. И есть пару предприятий, которые оплатили уже земельный налог до конца года. Это была своего рода серьезная материальная поддержка местных бюджетов. Земельные налоги, налог на имущество полностью поступают в бюджеты районов. В ходе совещания Александр Анквап отметил и тот факт, что в сфере туризма существует немало проблем, связанных с безопасностью и качеством услуг, предлагаемых туристам. Однако все эти вопросы можно решить лишь сообща. Консенсус необходим. Мы же с вами союзники. Понятно, много претензий обоснованных и к безопасности туристического бизнеса, и к условиям, к отключениям электроэнергии, к отключениям подачи воды, проблемы с канализацией, дорогами, многое другое. Человека надо благодарить за то, что он купил одну бутылку воды у нас на объекте. Или переночевал сутки. Мы этому тоже должны учиться. Это большая культура, это большая наука туристическая. Это где-то утерянные традиции. А есть те вещи, которых у нас никогда не было, другие формы туристического бизнеса. Александр Анквап также подчеркнул, что в туристической сфере существует и проблема с отчетностью, так как цифры не соответствуют реальному положению. У нас очень много проблем со статистикой, чтобы вы знали. Надо посмотреть, тут надо нарыть очень многое. Если не будет правильной отчетности, правильной статистики, трудно прогнозировать. У нас некоторые цифры приближаются к советским. Если у нас столько отдыхающих в год бывает, а где деньги тогда? Перед развалом Советского Союза Абхазия принимала 1 200 000 людей только. Это в сезоне, в межсезонье. Из них примерно 500 000 по путевкам, остальные дикари, турпоезда, пионерские лагеря и так далее. А тут читаешь некоторые сводки, отчеты, отдохнуло 2000 человек. Здрасте, я ваша тетя. Откуда такие цифры? Или вообще какие-то сумасбродные цифры читал. 3 миллиона отдохнуло, 4 миллиона. Мы что, путаем туриста с тем количеством людей, которые пересекают границу ежесуточно? В день по несколько раз. Есть тут над чем поработать коллегам. А если это скрытые все вещи, да, ну тогда давайте будем наводить порядок. Премьер-министр Александр Анквап, завершая встречу с предпринимателями туротрасли, отметил, что правительство разделяет все их опасения и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания регулярной поддержки представителям сферы туризма. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Сегодня Аслан Джани на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавируса подписал распоряжение о продлении некоторых ограничительных мер в республике до 15 июня 2020 года. Таким образом, по-прежнему будет закрыта российско-абхазская граница, запрещена туристская и экскурсионная деятельность, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, запрещена работа спортивных залов, спа-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Также запрещена деятельность учреждений культуры и деятельность детских и дошкольных учреждений. Работа объектов торговли и общепита разрешена только при соблюдении предписанных санитарных норм. По инициативе Центра социальных и экономических исследований в Сухуми прошел научный семинар на тему «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы», на котором обсуждались экономические проблемы республики в условиях пандемии. В работе семинара приняли участие деятели науки, политологи, социологи, предприниматели, а также депутат парламента Рауль Лолуа и заместитель руководителя администрации президента Джан Сухнанба. Репортаж Эсмы Гуланцева. Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни, в том числе социально-экономическую. Цель семинара – обозначить существующие проблемы и найти пути выхода из кризиса. В своем выступлении руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Домени отметил, что несмотря на снижение востребованности науки, ее роль в решении такого рода проблем велика. На одном из предыдущих семинаров был представлен доклад Центра с антикризисной программой развития. Стране необходимы качественные изменения по нескольким приоритетным направлениям, среди которых аграрная сфера. Нужно начинать развитие сельского хозяйства с личных подсобных хозяйств. Есть у нас два способа. Первый способ – это развитие личных подсобных хозяйств путем господдержки. И второй подход к этому, к развитию личных подсобных хозяйств – это гарантированное, обеспечение гарантированного рынка сбыта сельхозпродукции. Социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от состояния энергетической системы. Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария подчеркнул, что кризис может дать новые возможности для изменений в разных областях жизнедеятельности государства, в том числе энергетики. Абхазия в течение уже почти 30 лет живет, абхазская энергосистема живет вне экономических процессов. Вот 30 лет мы вот так вот идем каким-то образом, требуем качественную электроэнергию, а при этом недопонимаем, наверное, многие из нас, что за любой товар, а мы не говорим уже о качественном товаре, да, за него нужно платить, и он имеет определенную цену. Соответственно, в существующем кризисе, да, у нас есть возможность отрегулировать, в том числе, как минимум для, если мы идем по науке, как Олег Несторович говорит, как минимум посчитать этот экономически обоснованный тариф для того, чтобы мы понимали, сколько он для нас будет обходиться. Это не значит поднимать эти тарифы. В сложной экономической ситуации оказалось и бизнес-сообщество страны. Предприниматель Лилит Бар перечислила ряд проблем, с которыми сталкивается малый бизнес Абхазии. Наша налоговая система, наше налоговое законодательство делает все для того, чтобы задавить предпринимателя. Вот тут у вас есть перечень мероприятий. Спасибо вам, потому что вы первые, кто об этом написал, что нужно помочь предпринимателю, и перечень мероприятий. Вот здесь необходимо добавить пункт о том, что необходимо налоговикам предложить, чтобы они прекратили практику закрытия счетов. Вот сейчас в этой сложнейшей ситуации, когда государство просит нас, предпринимателей, помочь, и предприниматели помогают, нам закрывают счета. Заместитель руководителя администрации президента Джан Сухнанба подчеркнул, что в результате кризиса наше государство, безусловно, пострадает. Задача заключается лишь в минимизации этих потерь. На мой взгляд, крайне важно понимать свои реальные возможности. Сейчас я в первую очередь говорю о государстве. И, наверное, да, самый главный аспект – это финансовые возможности. Ведь все прекрасно понимают, что не только предприниматели оказались в кризисе, но и государство, в первую очередь, с огромной социальной нагрузкой, да, не всегда эффективно действующими механизмами,
государство в первую очередь оказалось в кризисной ситуации. На семинаре звучали разные мнения, однако все они сходились в одном: последствия кризиса невозможно четко предсказать. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 37 человек. Диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден. Из обсервации в столичном доме отдыха Айтар выписано 5 медиков. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и 1 пациент умер. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился с постоянным представителем ПРООН Луизой Винтон. В ходе встречи обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19 и направление дальнейшей деятельности ПРООН в Абхазии. Луиза Винтон сообщила о том, что в скором времени будет реализована новая программа от Евросоюза, благодаря которой появятся новые ресурсы для поддержки малого бизнеса. Она также подчеркнула, что многое из того, что было сделано ПРООН, направлено на оказание поддержки людям и на их защиту. В рамках прошедшей встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность взаимодействия МИД Абхазии и ПРООН для дальнейшей активной деятельности, направленной на поддержку населения Абхазии. Сегодня, 29 мая, исполнилось 2 года со дня объявления о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. 29 мая 2018 года стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и сотрудничества. Они также объявили об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В Центральной избирательной комиссии Абхазии сегодня зарегистрированы 2 инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты Народного собрания. Джансуха Адлиба по Кындыхскому избирательному округу номер 31 и Алхаса Хагба по Гудаутскому избирательному округу номер 18. Напомним, что по данным округам уже зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты Гайри Кука и Астамура Ахба. По Бзыбскому избирательному округу номер 10 также зарегистрированы 2 инициативные группы по выдвижению Тимура Бея и Тамаза Лейба. Выборы депутатов Народного собрания парламента Абхазии по Бзыбскому избирательному округу номер 10, Отхарскому избирательному округу номер 14, Гудаутскому избирательному округу номер 18 и Кындыхскому избирательному округу номер 31 состоятся 12 июля. По всей Абхазии для предотвращения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные меры, что отразилось и на весенней призывной кампании. Так, в этом году призыв в Вооруженные силы Абхазии был перенесен. Указом президента и министра обороны призывные комиссии начали работу только с 23 апреля во всех районах Абхазии. И вот сегодня был первый день начала призывной кампании. Молодые люди прошли республиканскую мед, после чего их ждет 3-недельная подготовка в учебном центре. Подробности в репортаже Сарик Варасхеля. Служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека. Не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот, кто был солдатом. В армии призывник проходит не только суровую школу жизни, но и приобретает верных друзей, мужает, духовно и физически крепнет, закаляет характер, становится выносливым и дисциплинированным. Первый день призывной кампании по традиции начался с возложения цветов к мемориалу погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии. Юноши призывного возраста из-за ситуации с распространением COVID-19 соблюдали дистанцию и были в защитных масках. Хочу пожелать всем удачи. Каждый мужчина должен дать долг своей родине. Считаю это нормальным, абсолютно. Каждый должен это сделать. Среди сегодняшних призывников немало тех, у кого отцы и деды сражались за свободу и независимость Абхазии. Есть и те, чьи близкие так и не вернулись из сражений. Этот факт делает стремление молодых людей служить в армии родной страны особенно ответственным. И, конечно же, в этот день родные и близкие были рядом со своими уже взрослыми детьми. Было много пожеланий и напутственных слов. Первым долгом я хочу поздравить всех молодых ребят, которые первым этапом отправляются в армию. Естественно, мы тоже отслужили, и мы знаем, что такое служба, а тем более здесь они будут служить своей родине, и думаю, что они достойно себя покажут. Я очень довольна, что мой сын будет защищать нашу родину. Я желаю всем призывникам удачи,
чтобы охраняли нас, и мы будем спать спокойно. Спасибо большое. После церемонии призывники отправились в Республиканский призывной пункт для прохождения медицинской комиссии. У входа в военный комиссариат им измерили температуру. Ранее, 18 апреля, российские военнослужащие, оснащенные средствами индивидуальной защиты, провели дезинфекцию всей территории Сухумского военного комиссариата. В частности, было обработано помещение призывного пункта, а также наружные стены здания. Подготовленный контингент призывного ресурса прибыл на первую отправку. Нам, Министерством здравоохранения Республики, и, то есть, соответственно, и штабом антикоронавирусной борьбы были выделены маски, антисептики, перчатки, то есть все условия для того, чтобы, значит, соблюдать все нормативы, которые перед нами были поставлены. У нас был переоборудован с помощью администрации города сборный пункт, когда врачи сидели, значит, в одном общем зале. А сегодня они все закрыты друг от друга, то есть таких контактов нету. Призывник отдельно один заходит к врачу, один врач другому не мешает, один призывник с другим не контактирует. Все это соблюдается. Мы уже проводили районные городские комиссии. Мы маленький опыт имеем. И сегодня этот опыт будем продолжать и соблюдать все правила безопасности в первую очередь. Призывники прошли визуальный осмотр сразу у нескольких врачей, где каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника по итогам исследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра. Весенняя призывная кампания будет проходить до начала июля. Призывники, в свою очередь, перед отправкой в военные части пройдут трехнедельную подготовку в учебном центре. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухум-Бесланешба сегодня обсудил с членами ассоциации инвасодействия вопросы обустройства города для удобства людей с ограниченными возможностями. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Речь шла об идеях, предлагаемых ассоциацией для удобства обустройства города, пандусы, благоустроенные безопасные пешеходные переходы и перекрестки, и как сделать столичные здания и улицы более удобными для людей с ограниченными возможностями. Алхаст Хагушев поблагодарил мэра за встречу и рассказал о том, чем занимается организация. Что касается третьей школы, там, значит, есть проблема какая? Там есть проблема нефункциональный совершенно пандус сделан на входе, он крутой, и есть ряд других моментов, которые там, в общем-то, несложно было бы устранить. Может быть, мы даже какой-то отдельный документ выпустим по этому поводу, который обязал бы любые новые строительства в обязательном порядке, чтобы это было предусмотрено проектно-сметной документацией, когда это готовится. Можно посмотреть еще на теме, которые сейчас находятся в строительстве. Да, там можем провести некую ревизию того, что происходит, чтобы сейчас предусмотреть на стадии, пока они не вышли на финишную стадию, успеть предусмотреть. И другая стадия – это то, что надо сделать уже, значит, в онлайн-режиме, как говорится. Обсуждались вопросы исправления нефункционального пандуса и подъемника на второй этаж в третьей школе. Предлагались решения парковки в центре города, особенно по перегруженной улице Пушкина и опасный перекресток около 10-й школы. Мэр предложил сделать образцово-показательный перекресток около 10-й школы. Обсуждая проблемы того, как сделать улицы города более безопасными, мэр отметил, что есть решения и планы ограничить въезд автомобилей на набережную Махаджиров и проспекта Яйра. Участники дискуссии показали свои решения и подходы, выработанные их командой на фотографиях, взяв за основу опыт европейских стран. Предлагались идеи пешеходных переходов, организованные с учетом карманов и антикарманов, с островками безопасности. По улице Пушкина это обязательно островок безопасности на месте пешеходного перехода. И по улице, самой по проспекту Аяйра, повышенный пешеходный переход на уровень тротуара. То надо как раз-таки в этом случае учесть все, что возможно, как это должно быть в принципе. Да? Это касается, еще раз говорю, норматива, и касается того и эстетики, и функционала, так скажем. Мэр отметил, что все предложения и решения не должны противоречить нормативам безопасности дорожного движения. Бесланешба выразил готовность встречаться периодически с представителями ассоциации и обсуждать текущие проблемы.
По распоряжению главы администрации города Сухум в столице на набережной Махаджиров начаты работы по замене деформированной плитки. Здесь также будут отремонтированы и покрашены некоторые лавочки. Работы будут завершены через неделю. По поручению главы администрации города Сухум коммунальному управлению горстрой было поручено создать комиссию и привлечь экологов в решении данной проблемы, связанной с деформацией брусчатки из-за корней деревьев. В данный момент демонтировали плитку, брусчатку. Старую плитку мы очищаем и также будем ее обратно укладывать. Помимо брусчатки мы будем восстанавливать лавочки, окрашивать их. 1 июня, в День защиты детей, на YouTube-канале Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба состоятся прямые трансляции спектаклей. В 12 часов дня будет показан спектакль «Волшебная палочка» по произведению Анзора Мукба с участием выпускников детской театральной студии «Нарт». В 19 часов состоится онлайн-показ спектакля «Щелкунчик» по пьесе Эрнста Гофмана с участием актеров Абхазского театра, режиссер обоих постановок Гудиса Тодуа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу с ночи до раннего утра дождь, местами с грозой, туман. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.